Салам алейкум, дорогие подписчики. Мой папа, это когда он умер, ему было 88, а у него были 20 это внуков. Это вот это 5 это детей, да. У меня один ребенок, старший брат, двое младших брата, дети, у старшей сестры, старшей младшей сестренка. Всех это вот 5 это детей, свои дети это 20 внуков. Он как это был самый лучший папа для нас. Самый лучший папа на свете, потому что он не читал Коран, не умел читать Коран, но он очень, как это, жил в религии ислам. Душой он жил. Он воспитывал нас по исламу, да. Он нас никогда не ругал, почему так это делаете, почему так не делаете. Он поступками нам объяснил. Он словами, это много, что он это словами не сказал. Он где-то, ну, как это, объяснил нам, но это замечание он не сделал, это никогда нам. Замечаний не было со стороны моих родителей нам, детям. Они хорошо это как красиво объяснили, и поступками они ну, показывали свои вот сыновей, вот мои братья, они как уже после армии, уже самостоятельные они стали, сами как это как это деньги заработали и работали для этого, ну, женитьбы. Сами как квартиры взяли, это отдельно поехали жить. Как мои родители сказали, что езжайте, это живите отдельно, пока мы не нуждаемся в вами. Потом, как это в старости, они как вернулись к родителям. Поэтому вот так папа мусульманин настоящий так должен быть, что поступками он это показал. Наш пророк Мусалам словами, он как где-то сказал, как это вот мой папа словами где-то нам это хорошо, мягко объяснил, а где-то с поступками. Наш пророк Мусалам же тоже есть достоверный хадис, что будьте это примером для окружающих, правильно? А вот мой папа, он был примером. Он, как это муж, был примером для соседей. Они все, как это сказали, какой хороший муж. Мы должны взять у него это примером, да. Много людей, они как это, мужчины, это взяли пример от моей папы, и их жены потом пришли к моей маме, что это наш муж, и как исправили, они как это смотрели на ваш муж, уже как это стали уважать, ценить нас. Моя мама тоже это была на пример для этой женщины. Вот мой папа это сколько бы я не рассказала о нем, еще как это мой рассказ не заканчивается, потому что мне было 44, когда мой папа умер. М. Вот 44 лет я это с папой я жила. Думаете, что это маленькая какая-то, рассказывали, маленькая как история, закончится на один-два дня, что ли? Нет, конечно. Мой папа, он, может быть, кто-то интересует, что это мой папа, он читал Коран, поэтому я стала читать Коран. Нет, мой папа, он это не умел читать Коран. Он несколько раз хотел и старался, но не получилось. Он сказал, не получится у меня. Он начал учить это букву после распада СССР, это алфавит, это арабский язык. У него не получилось. А моя мама после этого пенсии, она учила, она могла читать Коран, но тоже это Коран она не понимала. А мой папа не читал это арабский, ни одной слова мой папа не знал. Арабский не знал мой папа, а моя мама тоже арабский не знала, язык не знала. Это я такая это сама мечтала учить, понимать Корана, вот пошла на этой вот изучение арабский язык. Да, вот я хотела рассказать вам, что мой папа, он был настоящий мусульман, настоящий, как соблюдающий мусульман, что нас не ругал, не бил, не кричал на нас. Никогда я не слышу, что он как это громким голосом с нами разговаривал. Или с мамой, да? Или с кем-то. Когда я не видел, что мой папа громким голосом разговаривал. Он всегда это, когда к нам гости пришли, это мои племянники, друзья, или братья-друзья, он очень радовался гостями. Когда к нам гости пришли, он очень радовался. Или сестренка однокурсницы, и мои однокурсницы тоже пришли, радовался. Он как это любил гостей. Он любил гостей, он это как это уважал, и это как это с хорошим манером, он это как это хорошим нравом, он это их принимал дома. И тоже провожали их тоже это хорошим нравом. Да. Пророк Мусалам же есть, у него хадис, что я пришел, что наполнять вам это хорошим нравом. Мы, мусульмане, должны быть как это, ну,
иметь это хороший нрав. У моего папы был хороший нрав, моему тоже. Вот мы это, дети тоже выросли вот такими нравами, вот это родители копировали, получили. Дети же не копируют это родителям, правильно? Мы копировали это от своих родителей, своим детям тоже это поступками покажем, наши дети тоже копируют от нас, иншаллах. Вот это хотела я вам рассказать, что мой папа, он был самый лучший, это папа, мусульман, настоящий мусульман на всей планете. Самый лучший дедушка, самый лучший муж, самый лучший сосед. Всегда я говорю, буду говорить, самый лучший, как это, коллега на работе. Да. Вот так. Благодарю за внимание.